Так, добрый день. Сегодня 29 марта 2022 года. С вами снова я, Арцуев Аслан, на канале Reality. Приветствую вас, друзья. Сегодня мы обсудим ситуацию, сложившуюся в Украине. Заходите, подписывайтесь, распространяйте в социальных сетях наши видео. Так, друзья, пока мы тут собираемся, хотел бы зачитать сводки с фронтов от Генштаба Збройных сил Украины. Итак, вывод некоторых войск из Киевской и Черниговской области начался фашистами. Массовый отказ от участия в войне наблюдается со стороны русских фашистов. Блокада Чернигова продолжается, к большому сожалению. Сейчас фашисты начали заявлять о том, что что они сейчас вот от Киевской и Черниговской области войска отводят, там пытаются о чем-то разговаривать. Конечно же, если человек хочет на что-то надеяться, да, он может в это поверить. Доверять ни в коем случае нельзя. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Никогда. Все ложь, они от вас не отстанут. Пока вы вот сапогом на горло не встанете им, до тех пор они будут пытаться уничтожить Украину и украинцев, всех свободных людей. Поэтому верить ни в коем случае нельзя, ни при каких обстоятельствах. Полный вывод войск с территории Крыма, Донецка, Луганских областей, восстановление полной территориальной целостности Украины и восстановление конституционного порядка на всей территории Украины. Только так. Так, потери русских фашистов на 29 марта 2022 года, сообщает Генштаб ЗСУ. Потери 17 200 русских террористов. Танков 597. Просто вдумайтесь в эти цифры. Бронемашины 1710. Арт-системы, артиллерийские системы 303 штуки. РСЗВ 93 штуки. Зенитные системы 54 штуки. Самолеты 127. Это просто представьте, 127 самолетов, это по 2 человека в самолет, да? Получается 254 самых грязных и подлых террориста и подонка нейтрализовано великой украинской армией. Как после этого не сказать слава Украине? Вы что, ребят? Вертолеты 129, соответственно, 258 вертолетчиков, тех же преступников, самых отъявленных и мерзких, тоже нейтрализовано. Автотехника 1178. Представьте, украинцы работают, не покладая рук просто. Корабли, лодки 7 штук. Бензовозы 73 штуки. БПЛА 71 штука, спецтехника 21 штука, мобильные системы СРБМ 4 штуки. Слава Украине. Вот такие вот дела. Ребят, задавайте ваши вопросы, буду отвечать. Наши стримы, как я уже говорил, я выкладываю в YouTube. На своем канале он называется также Reality HRCI. И призываю вас подписаться на мой другой канал в ТикТоке. Называется Аслан Арцуев. Так меня зовут. Подписывайтесь, потому что этот канал в любой момент могут заблокировать. Постоянно идет атака разных этих троллей, на меня пишут жалобы и так далее. Поэтому чтобы я всегда мог выходить в эфир, там у меня уже там уже подходит к 1000, но нужно, чтобы было 1000 подписчиков, чтобы я мог выходить в эфир, как только меня здесь забанят. То же самое касается
на YouTube-канале. Мои YouTube-каналы запрещаются на территории фашистской России Роскомпозором, поэтому подписывайтесь и там, и распространяйте наши видео. Также я прошу ставить лайки и делиться вот этим нашим стримом в ваших социальных сетях. Теперь перейду к вашим комментариям. Так, добрый день, привет из Днепра всем. Добрый день, витаю вас, Днепр. А чё 17 тысяч, чё не 100 тысяч, фантазер? Сазан, вали отсюда. Пропаганда, ага. Тебе откуда известно? Ну, я же сказал, это сообщает Генеральный штаб Сбройных сил Украины. Вооруженных сил Украины, то есть для русских фашистов, перевожу на русский язык. Поэтому информация достоверная, пока мы украинцев не заметили за ложью, как мы не заметили русских за правдой, поэтому у меня есть основания доверять украинцам. Так, Россия раб-страна. Да, абсолютно это так. НАТО бомбило Афганистан, Сирию, Йемен, Ирак, Иран, Сомали. Агуев, да? Наверное, ты мусульманин, да? Агуев там, или кавказец там, наверное, какой-нибудь под-русский, да? Я тебе скажу, вот когда вы перечисляете там Афганистан, Сирию, Йемен, Ирак там и так далее, почему-то вы забываете Чеченскую республику Ичкерия. Почему же так? Что-то тут не так, да? Так вот, поверьте мне, ваша фашистская Россия делает... Отвечайте за себя, да, и ваша фашистская Россия делает такие ужасные вещи, что вам нужно в тряпочку где-то в уголке молчать. Так, дядя, ты кто? Я Аслан Арцуев. Почему в прямом эфире принимаете? Вы в прямом эфире не принимаете. В смысле, а я сейчас не в прямом эфире? Победа Украины уже близко. Да, абсолютно верно. Близка. Победа Украины уже близка. Здравствуйте. Здравствуйте, Кокер. Кадыров. Я с тобой согласен. А ты знаешь, что Азов? А ты знаешь, что Азов? Что Азов? А я знаю, что Азов. Не понял вопроса. О, опять пропаганда. О, привет, мужик. Тебе не надоело хайпиться? Я не хайплюсь. Мне не дают хайпиться. Меня ваши ублюдки атакуют все время. Жалобы пишут и так далее. Поэтому нет, я не хайплюсь. Я просто выполняю свою работу, свой долг, так сказать. Отдаю долги русским фашистам за то, что они сделали с моим народом, убив 300 тысяч моих граждан. Поэтому, такие вот дела. Хватит с твоей пропаганды. Хватит, не хватит. Ассаламу алейкум, Аслан. Дала алш войла. Ва алейкум ассалам. Нохчи, машвой. Телрейс хуй масу дойлой дал алш. Ты в интернете посмотри, что Азов. Зачем мне смотреть, что Азов в интернете? Я знаю прекрасно, что говорит русская пропаганда и что из себя представляет фашистская Россия. И все, мне этого достаточно. Любой человек на этой земле, который является противником фашистской России, он априори хороший человек. Понимаете? С вами дружат, и можно определить, кто с вами дружит. С вами палестинские террористы с вами дружат, Хизбалла с вами дружит, Иран с вами дружит, кто? Китай с вами, так, непринужденно с вами. Вы бы хотели бы, конечно, и в ногах бы у них ползали бы, и даже себе делали бы операцию, становиться на них похожими. Так, сколько платят тебе за твой долг? К сожалению, ничего не платят. Ничего не платят. К сожалению, ничего. Вы-то в прямом эфире гостей почему не принимаете? Почему не принимаю, Спартак? Принимаю. Просто я хочу иногда сам поговорить, и у меня нет желания. Но если кто-то хочет со мной подискутировать, я с удовольствием подискутирую, если это будет
не оскорбительно, там, без матов, там, потому что нас смотрят дети. А мат у нас, у чеченцев, это вообще не принято. Поэтому ну, такие вот дела. Ты в своей так денег не видел. Ты сам знаешь, кому служишь. В смысле, ты сам знаешь, кому служишь. Служу чеченскому народу. Ты чеченец, походу. Не походу, а так и есть. Ассаламу алейкум, ваш ассалам. Аллах, рейс хулон, говорит чеченский. Ва алейкум ассалам, ваш вовод, говорит чеченский. Масса хулон, видел переговоры сегодня? Думаю, договорились. Ни о чем не договорились. Ребят, не верьте, не верьте. Не отползет Путин от таких потерь. 17 тысяч 200 голов, это для него ничто. Нужно больше, чтобы были потери. Да? Это колоссальные потери, невероятные потери. Вы украинцы, вы лучшие, вы молодцы. Но этого недостаточно, ребят. Путин такая тварина, которая не просто не отползет просто так. Все это делается для того, чтобы вас обмануть. Не верьте. Не думайте, что произойдет чудо. Это очень сильно вводит в заблуждение. Для этого они так себя и ведут. Спасибо вас, спасибо большое за подарки. Но, ребят, не верьте, не верьте. Я просто знаю, о чем говорю. Они вызвали Аслана Масхадова на переговоры, президента Чеченской Республики. Договорились, что будут переговоры, и пытались взять его в плен. Это ублюдки конченые. Они переговорщиков убивают. Они женщин, детей травят. Все остальное делают. Они не могут с вами договариваться. Потому что эти преступления, после того, как они отползут, за них придется нести ответственность. У них есть поговорка: победителей не судят, или у них, или у кого она там есть. И она недалека от истины. Это такая очень жизненная такая поговорка, да, выражение это. Так вот, они знают, что если они проиграют, их будут судить. Поэтому не рассчитывайте, что они так отползут. Не отползут они. Я бы хотел с удовольствием, не думайте, что я тут хочу, чтобы они там, война продолжалась и так далее. Наоборот, если они отползут, то это будет крах путинского режима. Внутри Путина, да, Акела промахнулся. Внутри путинского режима на него начнется, он потеряет авторитет. Он не будет тем царем, которым он себя возомнил. Они пытаются стать неодворянством, чтобы передавать по наследству свою власть. Вот в чем вся проблема. Не верьте, не отстанут они от вас. Как сказал Джохар Дудаев, на непримиримых вы схлестнулись. И так будет продолжаться, пока вы не победите. А вы побеждаете. Самое главное, вы начинаете доминировать информационно, на поле боя, всячески. Самое главное, вы сами в себя верите. Это самое главное, парни и девушки, хлопцы и девчины. Именно это вам нужно. Доминировать нужно. Вы лидеры славянского мира, постсоветского славянского мира. Из этого исходите. Это не значит, что вы должны стать на место русских. Я вот смотрю разные ваши ролики, и там некоторые там начинают себя вести фактически как русские фашисты. Там начинают чечено-бой, там ликвидатор, как-то они там начинают там уже такие вещи говорить. Я не для этого вам говорю, чтобы вы зазнались и начали себя вести как русские. Как только вы начнете себя вести как русские, вы получите то же самое от всего мира и от чеченцев в том числе, то же, что получали русские. Нет, это большая ответственность быть лидером. Это нужно быть всегда правильным, ответственным там, и так далее. Я не для этого говорю, чтобы вы зазнались. Наоборот, я с первого дня вас предупреждаю, не зазнавайтесь. Потому что вам грозит абсолютная победа. Абсолютная. Но эту победу нужно будет еще хватить сил, ума, да, чтобы ее принять и как бы
достойно с ней сосуществовать, с этой победой. И вы, украинцы, и мы, чеченцы, очень много несли поражения вот с этими фашистами. И вот во время поражения нам понятно, главное, не сдаешься, да, ты проиграл, ты ранен, бит, но ты не сдаешься. Главное, твой дух сильный, и ты не проигрываешь. А вот победу нам, чеченцам, я вам честно признаюсь, было очень трудно переварить. И появлялись вообще разные черти какие-то, на самом деле, прямо как есть скажу, которые даже одного выстрела в сторону русских фашистов не делали. Ну, потом возомнили себя какими-то великими воинами, потому что реально многие воины погибли, а настоящие воины пошли домой, сложили автомат и дома сидели, когда война закончится. А вот эти рекламные боевики, они начали всех расталкивать, рекламные, там, агенты российских спецслужб начали расталкивать локтями всех и пользоваться вот этими лаврами победителей. Поэтому это очень важно. Ваша победа неизбежна. Да, Аль-Му'ла. Да, Аль-Му'ла. В это мы верим и всячески поддерживаем. Вас, Олидас. Дякую, дуже дякую. Так что вот такие вот дела, ребят. Поэтому не верьте в эти переговоры и договоренности. Не верьте, не верьте, не верьте. Нет. Как сказал Джохар Дудаев, на чеченской земле будет два вида оккупантов. Тот, кто в могиле, в гробу, и тот, кто будет еще в гробу. Других нет. Точно так же это касается Украины. Только так. Сейчас нужно освобождать и Крым, и Луганск, и Донецк. Не надо с ними никаких там заигрываний, никаких разговорчиков. Так, акцент, ой, как выдает. Что за акцент? Мок шалмую, а как родные, близкие. Дикью дал бухастам, баркал, ойга, уду. Ты свою родину продаешь. Какую родину я свою продаю? Какую родину я свою продаю? Ты дебил, что ли? Если я русских фашистов называю русскими фашистами, я продаю свою родину? А Россия никогда не была моей родиной. Я родился в Советском Союзе, в том самом Советском Союзе, который нас насильно включили. И она не была моей родиной. Я родился в городе Грозном. И в Российскую Федерацию, Чеченская Республика не входил. Мы вышли из Советского Союза. Потом уже через несколько лет вы, разбомбив всю нашу республику, насильно включили нас. Первый раз мы вас били, пинками выкинули из своей страны. Вы потом дискредитировали нас во всем мире, собрались силами и снова напали на нас, к большому сожалению. Так что вот такие вот дела. Моя родина Чеченская Республика Ичкерия. И ее я не предам ни при каких обстоятельствах. И не продам. Даже ваши подтвердили это. Что они подтвердили, мужик? Что ты там? Азовцы убили мою семью. Не ври, вали отсюда. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Адамфран. Что скажешь о Азове и Бандеро? Бандеро, это который в этом фильме был, да? Бандеро. Я скажу, Степан Бандера мужчина с большой буквы. Ответь, а то вчера не ответил. Что ты ответь тебе отвечать? Что думаете насчет переговоров? Вот я об этом как раз и говорю. Переговоры с ними вести, наверное, нужно какие-то переговоры вести. Но я считаю, переговоры с вами ведутся в разведывательных целях. Только лишь никаких уступок они вам не сделают. Все, что они вам уступят, это будет ложью и обманом. Не верьте, друзья, не верьте. Прошу вас, не верьте. Поверьте нашему опыту. Мы вам не желаем ничего плохого, только хорошего. Только разведывательные цели преследуют. Пока не будет уничтожена Украина, пока не будет она оккупирована, эти фашисты не успокоятся, поверьте.
Они уже совершили столько преступлений, что им уже отступать некуда. Про пленных что скажешь? Точно ваши добивали. В смысле наши? Кого ты имеешь в виду? Наши украинцы ты имеешь в виду? Или наши чеченцы, которые на нашей стороне? О чем ты говоришь? Я не знаю. Связанных. Ответь. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я тоже, Горянка, но свою родину, в отличие от тебя, продавать не собираюсь. Горянка, значит, кавказка, то есть, извиняюсь, чернозадая для всех русских фашистов. И чуркобес, да, вот это ты. И раз ты горянка, кавказка какая-нибудь, значит, ты россиянка. В отличие от нас, чеченцев, вы, получается, россиянка. Ну, ты уже продала свою родину, если ты признала себя россиянкой. Ты никто. Тебе квартиру в Москве даже не дают. Ты ноль без палочки, понимаешь, в этой фашистской России. Но, видимо, ты мазохистка, тебе это нравится. Мне это не нравится. Чеченцам это не нравится. Печально вас слушать. А какие потери у украинцев? Были сообщения 1300 убитых, к большому сожалению. И уже, я думаю, десятки тысяч мирных жителей убито. Я не знаю точно таких потерь, но пока украинцы сообщают только о ваших потерях. И правильно делают. Свои потери пока не нужно сообщать. Слышал бы тебя, Рамзан. Ну, стучи, ну, настучи, сходи. Пожалуйста, не говори только, хорошо? Никому не говори. Мы так между собой пообщаемся. Спасибо за поддержку Украины. Пожалуйста. Так, опять прочитал про пленных и не комментируешь. Я не понял, мужик, что ты лезешь ко мне? Я же не понял, что ты там написал. Ты сказал что-то пленный. Не понял. Напиши внятно, развернуто, по-человечески напиши. Ичкерия, Грузия, Украина. Амаджоба Генацуале. Слышал бы тебя Кадыров, Галина. Пожалуйста, не говори, Галин, ему только, хорошо? Америку почему-то не судят. Тебе, походу, Путин уже снится. Нет, поверь мне. Путин царь мира. Царь мира, да. Мечтайте, вы так всю жизнь мечтаете и издыхаете в собственной луже под забором. С пенсией там 3000 рублей, 10 тысяч рублей. Поменяй тему, никому не интересно, мы все равно будем за Россию. Я эту тему поменяю, когда вы проиграете и выведете войска с Чеченской республики Ичкерия, ну, в первую очередь с Украины, а дойдет до Чечен, тогда я поменяю эту тему. Интересно или не интересно, он 12,5 тысяч уже поставили лайков. И много людей на самом деле очень благодарят меня за то, что я делаю. А то, что ты подпутинец, да, ну, это твои проблемы. Я тебя просто не баню, потому что ты мне что-то обещал встретиться. Просто ты цель встречи не сказал мне, чтобы я знать, рваться мне с тобой навстречу или не рваться. Ну и поэтому жду, пока ты скажешь. Как только скажешь, все, я тебя забаню. Алекс, дякую. Алекс, спасибо. Россия вперед, Россия назад. Ассаламу алейкум, ассалам. Алейкум ассалам. Артзуев. Ого, тезка появился. Россия, псина, давай, Россия, назад. Ага, и тебя найдут. I'm no name. И тебя найдут. Что-то долго ищут. Так, а зачем тебе американский флаг? Ладно, украинский. Да иди отсюда, я тебе каждый раз, что ли, тебе на каждом своем стриме буду это рассказывать. Так, ну и что же ты сам сидишь в Германии? Иди и помоги. Я ж помогаю, ты же видишь, я помогаю. Так, Кадыров не слышит тебя. Да, он оглох. К большому сожалению, Кадыров оглох, поэтому он меня не слышит. Знаешь, на
Балабола, время не трать. Аривидерчи, бендеровские герои. Да, не буду, хорошо, спасибо за совет, не буду больше на балаболов тратить. А бандеровские герои красавцы. Это пленных, что, мол, 5 раз уже написал. Не видел я, что ты написал. Ладно, сами поговорите, похоже, Кадыров по-братски, беженка. Кадыров беженка? Да, Кадыров скоро будет беженка. В Россию она убежит. Про плен. Да, иди отсюда. Так, сколько лет на социале или на безработице сидишь? Франкфурт. Это ваш любимый вопрос, да? Ну, я не сижу ни на социале, ни на безработице, поверь мне. Я достаточно хорошо зарабатывал и сейчас зарабатываю. Аслан, Украина не тот случай. Посмотрим. Где твоя Чечня находится? В Украине, что ли? Моя Чечня находится в Чечне. Ты сын Закаева? Почему сын? Отец. Нет, у него Чечня находится в Германии. Ой, как смешно было. Не было бы Азов, не было бы войны. Не надо врать по-русски. Азов ничего не сделал такого. Вы просто для того, чтобы напасть на любую страну, их сперва расчеловечиваете, находите определенную группу, разделяете их, как вы там, ваххабитов, да, там, борьбу против ваххабитов, исламистов придумали. Вы их делите, и потом простой украинец, это факт, да, когда вы уже доводите, ему уже тяжело, трудно, он думает, быстрее бы с этим Азовом покончили бы. Быстрее бы с этими ваххабитами покончили. Вот до этого состояния вы доводите людей, тем самым добиваясь своих целей. Вы боретесь не против Азова, вы боретесь против украинской истории, украинской нации как таковой. Вы лживые подонки, понимаешь? И ты первый из них. Ну, не первый там, 21 какой-то там. Не буду тебя выше Путлера ставить. Так, у вас Олідас. Олідас. Дуже дякую. 1300, вот фантазер. Так, вот этот ублюдок нас покидает. Он упорно напрашивался на бан. Слава Украине, слава Чечне. Героям слава. Я тебе писал уже 10 раз. Да иди отсюда, писал ты. Ну не интересен, значит, ты мне. Вали отсюда. Кавказ должен быть единым. Надо создать единый фронт для защиты. Да, абсолютно с тобой согласен. Кавказ должен быть един. Единственная проблема в том, что не все хотят из этой фашистской России уходить. Не знаю уже, или обрусели они, или уже все, они сдались, не знаю я. Насильно их оттуда выводить очень сложно. Вы уже проиграли, мужик. Привет с Германии. А кто ты такой? Так, цель самая. Ты простыл, что-то носик не сдыхает. Нет, я не простыл. Так, смерть русским фашистам. Аслан, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Слава Грузии, слава Ичкерии. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Так, я почему-то тут что-то нажал. Так, Гер 95, Че 95. И 95 он вот до тиша, шен раз шель номер юйцаха тиш. Массана дюч мадуэйз. Вот еще 95. Ты армянин? Ну, если судя по носу, то возможно. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так, зато он вас всех видит. Кого, кто? Ну, мы в конце войны поговорим, как ты будешь себя вести.
Я себя буду вести так, как я себя веду. Вне зависимости, в конце войны это будет или в начале. Но я тебя уверяю, в конце войны ты будешь искать пятый угол и говорить: ой, я дурак, меня черт попутал, бес попутал. Так, добрый день, Киев вас приветствует. Добрый день, Киев, и вас я приветствую. Покусали украинцы путинскую Дондона. Да-да, пинка надавали дондоновцу. Что же ты сбежал в Германию? А это не твое собачье дело, Галиночка. Так еще никто не позорился, как Россия. Россия всегда опозоренная. На самом деле ей не стыдно врать, ей не стыдно позориться, ей вообще ничего не стыдно. Главное, у них царь такой, как этот, на Олимпе восседает, бич из подворотни питерской. А кто на Югославию напал, скажи? Напал? На Югославию напали для того, чтобы спасти боснийцев и косоваров, которых сербы убивали нещадно, которые устроили геноцид. И как вы знаете, в Международном уголовном суде в Гааге был суд над Слободаном Милошевичем и над другим, над Ратком Младичем и другими ублюдками, которых поддерживала фашистская Россия. Вот эти люди были признаны виновными, но они некоторые не дожили до суда, сдохли там, но факт остается фактом. Факт остается фактом. Они убивали людей. Им были наказаны. И некоторые там мусульмане, там чеченцы в том числе говорят: вот там Америка там против мусульман и так далее. Нет, у Америки свои национальные интересы. И когда дело касалось мусульман, например, китайцев, в Китае уйгуров, только Америка заявляет, не такая как бы друг мусульман Россия это не заявляет, как бы кавказские мусульмане об этом не заявляют, что идет геноцид уйгуров. То же самое касалось и тогда убийства мусульман-боснийцев и косоваров. И ничего никто не делал. И только Америка спасла этих бедных людей. Почему-то вот об этом факте некоторые мусульмане забывают. И правильно сделали, что Югославию раздербанили на нормальные государства. Теперь эти люди живут, друг друга не убивают. Сербы живут в своем вот в этом государстве. Косовары, косовцы живут в своем государстве. И все. Преступники наказаны. Господи, благослови Америку. Все, что я могу сказать по этому поводу. Если бы не Америка, вы, русские фашисты, от нас, чеченцев, одного чеченца не оставили бы в живых. Если бы не Америка, еще давным-давно вы бы нас бы уже пытались бы стремить. Слава Богу, Бог создал эту Америку для того, чтобы вы кого-то хоть боялись в этом мире. Потому что их вы боитесь как огня. И чем дальше, тем Америка сильнее, а вы тем слабее. За последние 100 лет в корне все изменилось. Хотя вы 100 лет назад их тоже боялись. Вот, получите и распишитесь. Ты отвечаешь четко и ясно. Да, мы, чеченцы, ребята конкретные. Мы конкретно отвечаем. У меня был председатель адвокатской нашей коллегии, и он говорил: вот вы, чеченцы, конкретные. Вот он дает денег и говорит: давай результат. А я же не судья, говорит, чтобы ему результат дать. И если попробуй, говорить, если ты там что-то не сделай, потом чеченцы тебя достанут просто. Так. Анна, я из Гамбурга, мама в Николаеве. Привет, Анна. Мы знаем здесь я знаю, общаюсь с многими украинскими представителями украинской общины, в консулате постоянно на всех мероприятиях, и День независимости Украины, и другие разные мероприятия постоянно посещал. Я раньше приглашали там в консулат, с друзьями приходил, с чеченцами. У нас очень хорошие отношения, ходим на митинги, поддерживаем. Ну, сейчас в силу разных обстоятельств я иногда бываю очень занят, и вообще у нас спала вот эта активность украинской вот этой общественности, общины.
Ну вот сейчас снова активизировались эти боевыми действиями. Снова активизировались. Так что мы тут, у нас есть группы в Фейсбуке, вот, украинцы Гамбурга, украинцы Германии, украинцы Гамбурга. Так что заходите, присоединяйтесь. Меня зовут Аслан Арцуев. Меня тоже можно будет найти. Так. Здравствуйте. Ваше мнение касательно сегодняшних переговоров. Милена, я только что говорил об этом. Абсолютно не верьте. Сегодняшние переговоры – это разведывательная деятельность. Сегодняшние и прошлые переговоры – это разведывательная деятельность фашистской России. Не верьте ни одному слову. Ни одному, люди добрые, не верьте. Я понимаю, что есть надежда, что вот месяц все закончится. Друзья, я не хочу вас расстраивать. Как вы видите, я только вам пытаюсь говорить позитивные вещи. Но неправду говорить я вам не могу. Эта война надолго затянется. Сегодня-завтра она не закончится, друзья. Россия от вас, к большому сожалению, не отстанет. Об этом мы вам давно твердим. К большому сожалению, друзья. Приготовьтесь. Волю в кулак. Вы лидеры, у вас все получается. Вы бьете врага, и вы станете самой крутым государством, крутой армией в европейском пространстве. Но сейчас война, не вы ее развязали, но вам придется ее закончить. Хотите вы этого или нет, вам придется ее закончить. Потому что от вас не отстанут. Даже если вы их будете уговаривать, даже если вы будете, я не знаю, на многие уступки им идти, они от вас не отстанут. Как вы пойдете на маленькую уступку, они еще хуже вам сделают. Это вот такая порода, понимаете? Они не могут от вас отстать. Уже слишком много совершено преступлений в отношении Украины, украинских граждан. Они не отстанут от вас. Мы все это проходили, понимаете? Мне 44 года. С 17 лет я это все вот через себя. Я этим живу. 17 лет. Я знаю, кто они такие. Очень хорошо знаю. Когда проходит время, вот война, вот они вроде победили, оккупировали, посадили нам своего гауляйтера, они начинают потихонечку раскрывать свои методы, методику своих действий. А ты все это изучаешь, ты это видел с той стороны, а потом как они уже это выкладывают на своих сайтах, на своих YouTube-каналах, в документах, и ты все потихонечку это все узнаешь. И накапливается большой опыт. Не отстанут. Сегодня они с вами вообще не разговаривали бы. Вообще, если бы у вас не было бы сейчас успехов, они в вашу сторону не смотрели бы. Они бы Кадырова, думаете, пустили бы. Сейчас Кадыров бы пиарился бы, если были бы успехи. Если бы были успехи, пиарился бы Путин. А это Кадыров, это черт которого засылают для того, чтобы вот засылать вот в этом, для отвода глаз. Чтобы представили, что какие-то там чеченцы на вас напали. Это бред. Чеченцы, украинцы нам ничего не сделали. Как чеченцы могут нападать? И вообще нету чеченцев. Чечня оккупирована. Это как если Лугандония напала. Вы верите, что есть какая-то лугандонская милиция, которая идет и там что-то делает? Нет, это все делается российскими деньгами, российским оружием. Оболваненные придурки, и просто ублюдки. Бывшие граждане Украины. Вот и все, то же самое и у нас. Они даже не разговаривали. Сегодняшние переговоры это только средство для того, чтобы усыпить вашу бдительность, и это для разведки это делается. Только лишь для этого. Все. Так, все правильно так. МВ Грозный входит в топ-2 зрителей. МВ Грозный дал свой подарок. Все правильно. Россия террорист, ТикТок знал. Так, друзья, я перемотаю. Придет время, и Кадыров, Ахмад Силов. Украина дала Россию как братский народ, национальная зрадница погано закончится. Россия террорист. Какие документы? Покажи хоть один. Встретиться с ним и сказать ему в глаза слабо.
Кому встретиться? О чем ты говоришь? Америка вас любит. Да, Америка нас любит. Слава Украине, героям слава. Конечно же, вы правы. Слава России, USA. USA великая страна, да? Вернее, Путин. Согласен. Что ты верзешь? А, так, это не мне. Россия это сила, это слава принадлежит Аллаху, Господу миров. Какой ты умный, Али, откуда ты такой умный взялся? Прикольно, когда такие потом на коленях просят прощения у Украины. Да, это так. Украина, да, гимн Украины исполнять надо было тебе еще дописать. Донер кебаб, грипто, все, грипто гоки. Дякую. Вы украинец? Нет, я чеченец. Ты бандеровец? Да, я чечено-бандеровец. Так, Россия скоро вообще не будет. Слава Украине. Героям слава. Вы можете мне не поверить, ребят. Вы не верили, когда я говорил, что на вас нападут. Не потому, что мне это во сне приснилось, или я там какой-то пророк или предсказатель. Нет, я просто анализировал и сравнивал методы, которые ведет фашистская Россия. Их задача усыпить с вами там и потом напасть. И это им удалось. Так вот, России уже не существует, друзья. Просто поверьте мне на слово. России не существует. Той Российской Федерации, в том виде, в котором мы ее сегодня знаем, ее уже не существует. Подождите немного, и вы увидите, что я был прав. А когда Россия начнет взрывать свои дома, вернее Путин, это может произойти в любой момент. Просто этот случай так был показателен, и я в том числе своей скромным вклад сделал в это, постоянно говорили об этом, что Путин с Патрушем взрывали дома своих же русских. Вот сейчас говорят, Харьков это русский город, там самый в Европе русский город. Грозный был самым русским городом. И в Европе, да, на Северном Кавказе был самый русский. А в Украине Харьков самый русский город. Так вот, Грозный был самый русский город. Они его стерли с лица земли вместе с этими русскими. Поэтому сейчас они как бы пробуют другие варианты, я так думаю. Да? Ну, посмотрим. Взрывать будут своих же русских. Но это не убийство своих же русских, когда они этих солдат просто как мясо посылают, их уничтожают украинцы. Ну вот, посмотрите. 17 200 уничтоженных русских террористов. Представьте, за месяц, чуть больше месяца, 17 200 штук. Я думаю, у украинца уже палец устал нажимать на курок просто. Уже мозоль на этом пальце. Пожалейте украинцев, русские, у них уже мозоли на пальцах. Вы что делаете? Танки, 597 танков. Это я представляю, вот этот мозоль, да, вот сверху на гранатомет, когда или на муху нажимаешь. Ну или так тоже мозоль на пальце. Бронемашин 1710. Это с ума сойти. Арт-системы 303 штуки. РСЗВ 93 штуки. Зенитные системы 54 штуки. 127 самолетов, ребят. Весь небо закрывать не надо, оно закрыто. 127 самолетов они не теряли даже в Грузии. Там 20 самолетов они потеряли и сразу перестали они пускать свои самолеты в Грузии. 129 вертолетов. И это по 2 пилота на каждое, представьте. Это 258 вертолетчиков и 254 этих летчиков. Это для меня это самые лучшие потери. Просто низкий поклон вам, украинцы. Всем, кто принимал в этом участие, и всему украинскому народу. Низкий поклон за то, что вот эти мерзавцы, которые бомбили нас, или их там следующее поколение, или это те же самые, те, что бомбили Сирию, столько людей они, столько детей, женщин они убили. Это мерзавцы, подонки. С ними разговор вообще должен быть самый короткий. И даже по телевизору показывать не надо. Сразу судить их и спрятать пожизненные сроки. 1178 автотехники уничтожено. Это на сегодняшний день, на 29 марта. Данные передаются. 7 кораблей, лодок
уничтожено, затоплено. Бензовозов 73 штуки. БПЛА 71, беспилотные летательные аппараты. Спецтехника 21 штука. Мобильная система СРБМ 4 штуки. Ребят, эти потери, конечно, они будут вам и Кадырова показывать, что Кадыров против вас воюет. Не верьте, я вам клянусь, чем хотите, просто клянусь. Если бы вы, вот этот список не был бы сделан украинскими солдатами и добровольцами, то вы бы не слышали бы даже имя Кадырова. Вы бы только Путина слышал бы. Путин великий победитель. Вот был бы великий победитель Путин. А это вот это человек, которого бросают на амбразуру, когда нужно. Этот человек продал все. Отца родного, его русские убили его отца. Он его продал. Понимаете? Нету там никаких шансов у русских. Поэтому они с вами разговаривают. Так, давайте дальше пойдем. Слава принадлежит, ой, Руслан. Мадик Эйлера, Тауана Хузар, Мегардуй. Так, предателей нигде не любят. Америка, мы вас любим. Латвия. Ахмад Мунштук Сила. Привет с Германии, слава Украине, героям слава. Чем ты себя представляешь в независимой, кем ты себя представляешь в независимой Чечне? Вот лично за тобой сколько чеченцев пойдут? Я не понял вопроса, а при чем здесь это? Я что, претендую, я какие-то политические амбиции высказываю? Не выдавай своих, Изнаур, секретов, не выдавай свои тайные желания. Я борюсь, я рядовой маджахед, я рядовой солдат. Вы можете поверить, что такое бывает? В отличие от вас, которые все пытаются какой-то, спрятавшись там, ждать моря погоды. Я решил не ждать. Я решил не ждать. Слава Украине, героям слава. Сам смылся, фиг знает куда, и сидит с американским флагом. Почему с американским? С украинским, с чеченским, с натовским, ну и, конечно же, с американским. Ты полную правду говори. Америка всех как тилят, за нос водят, вот и все. Ага. Да-да. Неонацик. Так. Так, подождите, я что-то перемотал. Ух ты. Инфа правдива. Путин умер. Путин не умер. Это уже неправдиво. Путин сдох. Понимаете? Путин не может умереть. Он сдохнет в собственной луже. В сортире будет замочен. Какая-то фантазия. Тебе точно приснится. Так, я посмотрю. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Украинский президент морда не умеет воевать, поэтому бомбят города Мордва. Нет, это не потому, что они не умеют воевать. Да, они не умеют воевать, конечно, это тоже. Но их задача ввести шок. Для нормальных людей это необъяснимо, когда вот так бомбят нещадно. И это тактика такая. Это все мы на Чечне проходили. И то же самое было в Сирии. Просто нужно уничтожить как можно больше людей. Где ты контузию получил? Но я контуженный был на самом деле. Ну, не знаю, что ты имеешь в виду конкретно. Контузия была у меня. Ну, оглушение было, не знаю, контузия это или нет. Оглушили меня. Ну, бомбы ваши, фашистские. Было дело. Ну, мне понравилось больше, да. Так, вы там были, считали? Считал, Хадижат, считал. Поэтому не забирают убитых своих солдат, чтобы не знали, сколько.
Ты кто такой? Ты что считал? Так, Америка, Джарелло Светового Хаосу. Джарелло Светового. Старый, как ты? Нормально, старый, нормально. Зато ответишь. Мы за весь мир воюем. Вы нас всех, мы нас всех защитим. Так, Дионис, привет тебе. Не надо себя так называть, Дионис. И тем менее европейцы выдают чеченцев Путину. И тем менее выдают чеченцев Путину. Кавказ. Ну, это тоже проблема, с которой мы боролись, всячески проводили митинги и так далее. Но знаешь как, очень трудно объяснить мне, немцам было здесь, когда чеченцы ездят домой, там, в инстаграмах ставят лайки Кадырову там, и разным другим, ну, чтобы они в целях, что когда поедут домой, у них там, их там никто не тронет там, и так далее. А здесь это все видят и говорят, если вы убежали от России, от Кадырова, почему вы здесь поддерживаете Кадырова? Вот и все. Вот и все. Поэтому очень тут трудно разобраться. Российская Федерация страна сатанистов. Абсолютно верно, потому что у них на кладбище лежит главный террорист, убийца Ленин. Труп Ленина. Представляете, они как сатанисты положили человека, который максимально много убивал, и вот они ему молятся. Просто задумайтесь, кто они, как не сатанисты. Оксана, дуже дякую вам за подарки. Инфа правдивая. Путин сдох. Начитался фантастики. Нет, я фантастику не люблю. Bro, trust me. Ага. Параша это зло. Абсолютно. Це війна з мовою Сполучених Штатів і НАТО. І найбільшими жертвами мирных. Это война... не понял. Сам себе лапшу на уши вешает. Аллах воздаст всем по заслугам. Так. Так, Вова, ты в баню. Так, ладно. Потом я тебя уберу. Украина точно сдастся и максимум через месяц Украина точно сдастся и в певнении. Я в певнении. Ну, я понял, что ты по-украински пишешь специально. Украина должна была сдаться через 72 часа. Вообще она должна была не оказывать сопротивления. Поэтому ваши вот эти сказки, которые вы сейчас тут рассказываете, ваши мечты, фантазии, все, закончилась Россия, закончилась ваша война, ребят. Да, вы мерзавцы, вы подонки, вы умеете убивать, любите убивать, да, и из-за этого вы не становитесь великой нацией и так далее. Вы становитесь нацией убийц. Вот все, кем вы становитесь. Так, русские сами себя наказывают, да? А ты кого продал? В смысле, кого продал? Русские не в курсе даже, сколько уничтожено техники живой силы. Так, спасибо за Крым. Братан, я уверен, что РФ страна сатанистов. Да, это так. 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 Подождите, друзья. Завалили вы меня комментариями, поэтому мне тут одного надо чертика найти. Ублюдок. Ну ладно, достал ты меня искать тебя. Америка. Так, это уже было. Прощай, немытая страна. Россия, страна господ, страна рабов. И вы, мундиры голубые. И вы, покорный им народ. Абсолютно правильные слова. Привет, брат, Ичкерия сила. Дякую, дякую. Приветствую, витаю тебя. Слава Украине, героям слава. Слава фашистской России, тут кто-то пишет. Ассаламу алейкум, брат чеченец. Я смотрю твои передачи. Молодец, умный чеченец. Махир Фарзали. Ва алейкум ассалам. Баркал, брат, спасибо. Все правильно. Россия точно выиграет всю войну, и США и НАТО лишь спостерегают. Ну ладно, ты тут
пишешь, типа, на украинском, наверное, 100% с ошибкой. Чел, ты сам себя слышишь? Конечно, слышу. У меня, знаешь, какой хороший звук? У меня зрение чуть-чуть испортилось. Этот, в оптический прицел много смотрел. А слух нормально. Шутка, конечно. Украина у себя дома. Ты уже на... Так, так, мужик, давай я тебя отправлю в баню. Ты уже достал всех уже. Ты это самое. Ты так и мне не сказал, с какой целью ты ко мне хочешь навстречу приехать, поэтому я тебя в баню отправлю. Так, ассаламу алейкум, врач. Так, привет. Так, прощай, не мой брат. Смысл, что ты кепку и футболку надел? Просто. Путин, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, столкновение Казахстан с Россией, что скажете? Я считаю, Казахстан, как и Беларусь, очень сильно подчинен России. К большому сожалению. К большому сожалению. И КГБшники, что Назарбаев, что вот новый вот Аштакаев, это все КГБшники. И Казахстан находится в таком же положении, в каком находится, ну, приблизительно в таком же, в каком находится сейчас Беларусь, что батька Лукашенко их тоже КГБшник. И они, когда Советский Союз разваливался, передали своим, ну, поделили между собой КГБшники Россию, Советский Союз, и каждый в своей республике там возглавил ее. И с тех пор власть не отпускается. Столкновений как такового не будет, пока Казахстан не захочет независимость. Как только он захочет полную себе независимость, вот тогда у Казахстана начнется проблемы. А пока всех все устраивает, пока вы не развиваетесь, пока вы идете в направлении фарватере России, хотя вы там пытаетесь и с Турцией, и с Китаем там какие дела делать. Но как только чуть-чуть большую независимость или самостоятельность вы захотите, у вас будут проблемы. И дело даже не столько в России, сколько ваше вот в этой руководстве, которое сидит. Они вам не дают развиваться. Из-за того, что в Украине не давали развиваться, вот эти разные прорусские, а я их называю подрусские, в лице Януковича там и других мерзавцев, украинцам надоело это терпеть, потому что они хотели развития, хотели европейского пути развития, а не вот этого таеженного развития. В итоге они прогнали своего президента, министра обороны, руководителя СБУ там и других, которых много оказалось, и еще, я уверен, осталось агентуры. Вот на них русские напали. Прогоните Такаева, выгоните всю российскую агентуру, на вас тоже русские нападут. Вот я это так вижу. Надо от КГБ избавляться. Салам, родной, из Грузии, скоро все наладится. Гамарджоба Генацвали. Да, дай бог, брат. Георгий, наладится. Так, так. Вы кто? Ну, мне каждый раз отвечать, что я кто. Аллаху Акбар. Так, москали, тахоры, люди любят воевать, а мы будем на них из Говерли. Ага. Ты реально сам веришь, что говоришь? Я не только верю, я в этом абсолютно убежден. С американскими флагами. Да. Ахаха, какие герои. Да. Россия ищет свой гроб на Украине. О, Бандерлог. Да, чечено-бандеровец, он самый. Украина переможем. Абсолютно точно. Катяк. Какая Украина? Какая Украина? Великая Украина. Та самая, которая вам сейчас таких надавала, что вы уже визжать начали. Как вы думаете, Третья мировая начнется или она уже идет втихаря? Она идет не втихаря, Третья мировая война началась с приходом фашиста Путина к власти в 1999 году, когда он взорвал свои дома и, обвинив в этом нас, напал на нашу страну. С тех пор не прекращается Третья мировая война, она приобретает разные формы, и весь мир пытается как бы отгородиться, как когда-то там отгораживался там
от Польши, от Чехии, там пытались, ну уже поняли, что не справляются и ввязались в войну. Вот сейчас поняли, что Украина это последний рубеж, то есть сильный мира сего. Они поняли и вот поэтому начали теперь всячески поддерживать. И другого выбора нет. Пока эта фашистская Россия не будет поставлена в стойло, пока не будет разделена на много государств, пока со стен Кремля в ясный день не будет видна граница фашистской России, она не будет соблюдать международное право, пока она не будет исключена из постоянных членов Совета Безопасности ООН, где она совершает, она и Китай совершает геноциды, массовые убийства, военные преступления и накладывает вето. Вот до тех пор ничего не изменится. Спасибо вам, друзья, за подарки. Спасибо. Бандеровский чеченец нацист? Нет, почему нацист? Ни в коем случае. Просто патриот Украины. Считайте, просто называйте меня царь, ваш царь. Просто так. Патриот Украины, ваш царь. Можете меня так называть. Так, спасибо за кепочку. Так. Скоро петь в другом месте будешь. Да вы все грозитесь. Что-то вы так, это слабо. У вас один ублюдок, которого Путин прислал, полковник ФСБ. Я вам расскажу тоже очень интересную историю про полковника ФСБ, который приехал, или подполковник он был, полковник, по другим данным полковник ГРУ, который приехал сюда, убил чеченца Зелимхана Хангашвили в центре Берлина. Тогда еще отношения были не так испорчены у вас с Европой, с Германией. И Германия, здесь очень много таких, шрёдеризация это называется, подобных Шрёдеру товарищей, которые любят, ну, конечно, не за бесплатно любят, да, за хорошие увесистые пачки евриков, любят Россию. И убили Зелимхана Хангашвили, и такая пауза. Все, вот замерли. Мы тогда находились, когда в этот день убийства, мы находились на марше, мы делали пеший марш со Страсбурга до Женевы, пеший марш, чеченская группа, мы требовали рассмотреть наше дело в Международном уголовном суде в Гааге, потому что мы в 2018 году подали заявление, и вот эти трусливые европейцы в этих международных институтах, ну, почему-то не решались расследовать эти дела. И мы привлекали таким образом внимание. И когда мы дошли до Берна, там мы получили вот это известие о гибели Зелимхана Хангашвили. Его убил русский террорист Вадим Красиков, как потом выяснилось. Тогда его звали Вадимом Соколовым. У него были документы на имя Вадима Соколова. Ну и вот мы вернулись после этого, дошли до Женевы, вернулись, и прошло, ну вот не соврать, сколько, месяц или два. И дело не передавалось, и дело зависло. Одна часть немецкого бомонда или немецких правоохранительной системы немецкой, или политиков, не знаю, кто за это там оказывал на это влияние, говорила, что нужно передать в обычную прокуратуру, так как это, говорят, бытовые разборки, там бандитские там разборки там, и так далее. Кстати говоря, Путин об этом тоже сказал, что это там бандитские разборки, там всякое бывает и так далее. В обычную прокуратуру убийства. А другая часть говорила, что все-таки это политически мотивированное убийство, террористический акт, и нужно это дело должно взять под контроль, должна взять Федеральная прокуратура Германии. И вот мы проводили митинги, акции для того, чтобы как можно больше привлечь. Кстати говоря, есть один чеченоговорящий блогер и его брат, который проживает здесь в Германии. Они нам пытались препятствовать проводить этот митинг. Они за день до этого специально, мы участвовали там в одной на конференции правозащитной, туда пришли и пытались устроить конфликт, там устроили истерику целую,
там визжали как черти и пытались, там, созвали всех чеченцев с Берлина, там, около Берлина, что их типа там насилуют, убивают там и так далее. И вот всячески пытались препятствовать. И мы были вынуждены митинговать перед прокуратурой для того, чтобы привлечь внимание и заставить все-таки вот эту систему заработать. Как она должна работать, потому что мы были убеждены, что это заказное убийство, исходящее от России и так далее. И потом через 2 года, фактически 2 года, через почти год начался суд, и почти полгода он продлился, наверное, может даже чуть дольше, ну где-то так. И русскому террористу Вадиму Красикову вынесли пожизненное лишение, это максимальный срок, высшая мера по немецким меркам, без права обжалования. Да, есть такое здесь правило, что через 15 лет ты можешь обжаловать, и тебя могут, если ты там посчитают нужным, выпустить. Ну, без права обжалования, полный рост просто, полный рост дали по полной программе русскому террористу, который оказался связан с Путиным и лично был с ним знаком. И вот с тех пор ситуация начала меняться. Я увидел, что европейцы начали просыпаться, и система изменилась, ситуация изменилась. Но мы долго старались, долго добивались этого. Долго-долго мы старались, долго-долго добивались. Так что все нормально, ситуация меняется в корне. Смотрел новости о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта, звания Кадырова. Да, говорят, ну какая разница, что ему там дают, генерал-лейтенант он или кто. Почему у вас фотообои без Байдена? Это было так остроумно. Блин, научи, как ты так умеешь? Да они давно с ладошки едят Путина, да? Да ему заплатил Запад, понятно. Эх, если бы мне кто-то заплатил за это еще. Если бы мне еще платили бы, да, как в том фильме. Если бы каждый раз, когда в меня стреляют, мне платили бы там 2 хотя бы доллара, я был бы уже миллионером. Точно так же, если бы мне платили бы. Но я не нуждаюсь в деньгах, у меня все нормально, не волнуйтесь. Полковник ГРУ. Да, полковник ГРУ он был или полковник ФСБ. Я ичкарит, но тебя я ненавижу. За что ты меня ненавидишь? Меня ненавидят подростки, прикидывающиеся ичкирийцами. Так, Аслан, сделай меня модератором. Это рабы Путина здесь. Ночью мы с тобой знакомы, сумой шуё. Да, мне нужен модератор, эти ублюдки здесь. Так. Ты агент Кадырова. Делдам, осагуацо. Осагуацо. Если что, агент Кадырова, а я шнырь. Он мой орел. Агент Кадырова, ублюдок. Юк, агент Кадырова, мелек, ублюдок, юк. Америка загнется с бидон. Ага, загнется. Россия, как всегда, спасет мир. Так. Слава Украине, героям слава. Так. Что ты с агенде 2030 года думаешь? Я не понял вообще. Так, налетели ублюдки. Налетели ублюдки. Один агент Кадырова, другой что там пишет? Разные оскорбления пишет. Бедолаги, да, задевает. Это отлично. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Цирнаевых помните? Да, конечно, помню. Нет, мы лично не знакомы. Меня зовут Ломали из рода Акинцев. Так, Лома Альбех Мобила. Пока я не готов. До меня идет
очень сильное тут агент, давление там разное, поэтому я пока не готов незнакомых принимать. Бехмабиласу. Ты меня должен понять, потому что просто если я каждый раз пытаюсь вам каждый раз объяснить, что вот на меня идет постоянное давление, атака. Тот пресс и то давление, которое я даже вам рассказываю, это даже, я часть даже вам, маленькую часть всего лишь только рассказываю. Поэтому я незнакомыми, мне тут такие ярые ичкерийцы, которые там в правительстве Ахмеда Закаева там ошивались там вокруг да около и другие. При поддержке там непонятных людей предлагали мне работать на российскую разведку. Поэтому после этого я немножко интервал, хоккита кхиру, хоцен вала, искренне вала, хосвахкита ру дал мула. Хюг лично таун, да, цом, братан. Поэтому я после этого очень-очень сильно держусь и тримаюсь. Так, Оксана, еще раз вам спасибо. На флаге американцев много крови мусульман. Валдас. Иди отсюда, Вася. Вы молодец, тримайтесь. Дуже дякую. Я пишу, что ты мужчина. Да, спасибо. Привет, слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава, витаю вас. Слава нации. Кацапской Федерации. Конец Кацап. Я не буду мат читать, друзья, поэтому извиняйте. Да, Кацапской Федерации, я надеюсь, настанет конец. Так, ночь, ничего страшного, я все понимаю, на меня тоже охотятся. Держись, брат. Асна Аллах алшвойло. Дел рейсхуйл луначар. Аллах рейсхуйлон. Мы за Украину, ибо правда за ней. Абсолютно так. Так. Американский флаг вам не нравится, да, друзья? Давайте я вам покажу. Мне его с Америки прислали. Ух, какой флаг, друзья. Вообще наикрутейший флаг. Мне очень нравится. Смотрите какой. Я знаю, вам тоже это нравится. Вы от этого тащитесь. Мои родители украинцы, мы все болеем за вас. Спасибо, спасибо. Дуже дякую. Так, друзья, еще раз напоминаю, этот канал находится постоянно под атакой. Поэтому подписывайтесь на мой другой канал здесь в ТикТоке, называется Аслан Арцуев. Также подписывайтесь на канал у меня в Ютубе. Тот канал называется также Reality HRCI. Подписывайтесь, но он опять же запрещен на территории фашистской России. На Украине он работает без проблем, все нормально. Постоянно нас банят, и поэтому будьте начеку. Я уже как бы пытаюсь быть очень осторожным, но всякое может быть. Будьте осторожны. Так. Так, правда? Ты мусульманин? Да, я мусульманин. У меня подушка из флага США. Да, круто. Пользователь подписался на ведущего. Друзья, распространяйте наши видео в социальных сетях, и пускай максимально больше увидят людей наши стримы. Слава Украине, слава Ичке. Героям слава. Так, Акинец Савианбог. Ахмад Могила. Ну, что вы постоянно пишете Ахмад Могила? Оставьте его. Как тебе? Микстер Твистер. Ну, что ты сейчас? Ну, Могила он. Ну, зачем ты пишешь? Ну, оставь его. Все он уже. Он на концерте у Кобзона. Не трогай его. Так. Ну что, друзья. Ичкерия, привет из Грузии. Камарджоба, Генацвали, Грузия, приветствую. Куда вы думаете, Шойгу делся? Не знаю. Читал вчера приказ, который зам, исполняющий обязанности, вроде бы как исполняющий обязанности
министра нападения фашистской России. Как бы, не знаю, насколько это правда, фейк или нет. Ну, не знаю, Шойгу пока не видели. Может, сбежал? Привет из Баку, подпишусь. Приветствую, Азербайджан. Кардаш, привет. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Не знаю, куда он делся, этот Шойгу. Привет из Казахстана. Приветствую, Казахстан. Аллах, Казахстан. Министр нападения, да. Я думаю, что Путин его закопал под землей у него в подвале. Ну, вполне может быть. Зачем людям знать о вашем канале? Вы распространяете умные мысли или идеи. Да. Мои земляки с Кавказа, с Казахстана тут. Так. Так, друзья, что у нас там по времени? Шойгу свалил в тайгу. Да. Шойгу. Но, а так я надеюсь просто, что его... Но я так надеюсь просто, что его закопал. Зачем закапывать? На мусорку выкинули и все. Правильно, мы гордаши, мы уважаем вас, Аслан. Дуже дякую, как говорят наши братья украинцы, братья азербайджанцы. Так, да у тебя может на музыку. Не понял. Так, друзья, я думаю, наш стрим можно уже заканчивать. Я, наверное, вечером выйду еще раз, или, может быть, буду в Ютубе. Посмотрим, как получится. Так, я имел в виду, что лучше его в мусорку, как вы сказали. Ну да, давайте так. Да, неважно. Салам, брат. Салам, казах. Салам. Акинец отправляет вам лайки. Так, дуже дякую. Так, друзья, ладно, тогда я на этом, наверное, наш стрим сегодня закончу. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой канал, на этот и на другой. Ага, понял, Грозный, принимаю. Принято. Ассаламу алейкум. Дал алш войло, дал ларвойл. Амин дейрейсу ва алейкум салам масуд войло, дал алш. Друзья, подписывайтесь на канал мой, который называется Аслан Арцуев в ТикТоке. Обязательно. И на моем YouTube канале. Также называется Reality HRRC. Просто Reality Аслан Арцуев. Наберете и найдете меня. Ассаламу алейкум. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине, Господи, благослови Америку. Друзья, пока. До встречи. До новых встреч.